Thank you and welcome to this seminar on discipleship. Ну, здравствуйте, добро всем пожаловать на наш семинар. I want to give you the context of this message to see the importance of this message. Я бы хотел дать вам контекст, почему мы говорим именно об ученичестве, для того, чтобы вы могли понять, насколько важным является это послание. If we study the New Testament, then we see that the church at Pentecost started in a powerful, glorious way. Если мы с вами изучаем Писание, то мы все понимаем, что, например, в день Пятидесятницы, когда началась церковь, она началась абсолютно удивительным и могущественным образом. This move of God, this move of the Holy Spirit, it just displayed the glory, the power and the wisdom of God. Это Божье движение, это Божье присутствие, оно явило славу, мощь и красоту Божью. And God showed how it would look like if Christ is truly the head of the church. И в тот момент Бог показал нам, что происходит и как все на самом деле обстоит, если Иисус Христос является главой своей We церкви. read of tremendous miracles that are shaking big cities. Мы читаем о невероятных чудесах, которые потрясали, например, крупные города. And even the worst enemies of the gospel could not say anything against it. И даже самые злобные враги Евангелия ничего не могли сказать против по этому And поводу. they had to admit this is God. Им пришлось признать, что это Бог двигался. And because of these supernatural manifestations from heaven, there was a tremendous growth in the first 3 centuries. И из-за этого удивительного проявления небесного, которое наблюдали мы, в течение первых 3 веков мы видим такой большой рост церкви. If we look closely in history, we can see already at the end of the first century of Christianity, a decline took place. Но если мы посмотрим с вами внимательно на церковную историю, то мы понимаем, что уже ближе к концу 1 века существования церкви начался такой заметный спад. And more the church would lose the supernatural confirmation from heaven that she used to have. И церковь со временем стала все больше и больше терять вот это небесное подтверждение своей сущности, которое у нее было с самого начала. And this decline was not because God planned it or God intended it. И, к сожалению, вот этот спад, который стал происходить в церкви, этот упадок, который начался, он не был потому, что Бог так запланировал. There's only one reason for this decline. И у этого упадка, который стал приходить в церковь, есть только одна причина. The believers no longer stayed in the word, in the teachings of the apostles. Мы понимаем, что это происходит, потому что ученики все меньше и меньше стали пребывать в учении апостола, в учении Христа. As long as they did what is written, they obeyed the commandments, they obeyed the teachings of the apostles. Everything was fine. And До God тех was пор, with them. пока ученики пребывали в Слове и слушали то, что говорили апостолы, с ними было все абсолютно в порядке. And then later Jude had to write, let's fight for the faith, because people crept into the church and they bring things which are not from God. They look like Christian teaching, but it's not from God. И потом мы с вами чуть-чуть позднее видим, как появляется послание апостола Иуды, когда он говорит, что нам теперь нужно сражаться за нашу веру, нам нужно ее охранять, потому что в церковь начинают входить различные люди, которые под видом христианства начинают учить всяким удивительным вещам. And Jude was challenging the believers to fight for the faith and confronting doctrines and ideas of men. Иуда призывает конкретно верующих подвязаться за веру или сражаться за веру и противостоять всякого рода учениям человеческим. But in spite of this challenge, this decline went on and on and on. Но несмотря на все эти предупреждения, этот упадок только усугубился. Already in the 2nd century, they began to so-called baptize babies. Уже во II веке мы видим, как начинается крещение младенцев.
which was not the practice in the beginning, of course. чего никогда не было с самого начала, разумеется. Because everyone understood, according to the teaching of Jesus and the apostles, in order to be baptized, you need to hear and to understand the gospel. You need to respond to the gospel. Потому что, например, с самого начала все понимали в церкви, что для того, чтобы человеку креститься, ему нужно, во-первых, понимать, в чем заключается сущность Евангелия, и дать какой-то четкий ответ на это Евангелие. There is no true baptism without repentance. Потому что не бывает подлинного покаяния без настоящего покаяния. But this is what they did. Already in the 2nd century it started. Но уже во II веке мы видим, что начали крестить младенцев. And then in the 3rd century they came to this strange idea to pray to a spirit which is called Mary. А в III веке верующих осенила уже следующая вещь, что нужно молиться Духу, который называет себя Марией. And then more and more ideas from the Babylonian cults crept into the church. И в церковь стали все больше и больше вторгаться различные идеи из вавилонских культов. For example, the idea that sex is not appropriate for a spiritual minister. Например, что сексуальная жизнь считается неприемлемой для подлинного духовного служителя. And finally, the whole truth of the gospel was lost. А потом приходит такой момент, когда вся евангельская истина утеряна. And the kind of Christianity they had nothing to do with the original which was described in the book of Acts and the letters of the apostles. И мы видим такие разновидности христианства, которые не имеют никакого отношения к той церкви, которая была с самого начала и которая была описана в книге «Деяния апостолов». There were only Bibles available in Latin, and people were not allowed to have their own Bible at home. Вы же понимаете, что дело дошло до того, что, например, Библии существовали только на латыни. И более того, простым людям не разрешалось их хранить у себя дома. And the false church would persecute people who want to have a Bible. И лживая церковь гнала людей, которые хотели завладеть Библией. And people had to pay money to get forgiveness of sin. Потом дело дошло до того, что люди вынуждены были выплачивать деньги ради прощения The light грехов. of God was completely gone. И свет Божий абсолютно угас. And that's why it's called the Dark Ages. Именно поэтому этот период истории называется темными The light веками. of God was gone. Они темные, потому что там света Божьего уже не было. And then came what we call the Reformation. Потом пришла реформация, то, как мы ее называем. And sadly enough, many believers today do not understand, they do not know the importance of the Reformation. И тоже, к сожалению, многие современные христиане не осознают всей важности реформации. And why it was so important and why it was so radical. Почему реформация была настолько нужна и настолько радикальна? And the Reformation started with one truth that was rediscovered. И реформация вся как таковая началась с одной истины, которую заново открыли для себя люди. Of course, it was not a new truth. Это не была какая-то новая It was истина, in the новое Bible all the откровение. time. Это всегда была библейская But it истина, was completely forgotten. но которая была утеряна и забыта абсолютно. And some people say, but how can you overlook this? It's so clear in Scripture. The just shall live by faith, not by his works. И многие читают Писание, когда они говорят, как это люди могли читать и не понимать, что праведный верой жив будет. Это не имеет отношения But к его today делам. we are still in the same boat. There's things in Scripture, and the majority of Christians do not see them. Но по большому счету мы все еще в той же самой лодке, потому что есть масса различных истин, которые люди не видят и не воспринимают. That's why we need the Holy Spirit to understand Scriptures. Именно поэтому и для того, чтобы нам понимать Писание, нам абсолютно необходим Святой Дух. If there's no supernatural help by the Holy Spirit, we can read, but we will not understand. Потому что если нет этой сверхъестественной помощи Духа, мы будем читать, но мы не будем этого понимать. So there came this new understanding of what does it mean to be a Christian. The just shall live by faith. Итак, вместе с реформацией была заново открыта эта истина о том, что
праведный верой жив He будет. doesn't have to earn his salvation by giving to the poor or giving to this false church. Что никакой человек не может заслужить спасение, если он будет, например, даже жертвовать деньги бедным людям или подавать в эту лживую церковь. And this one truth was spreading like a wildfire in whole Europe. И по всей Европе вот эта истина, одна, которая была снова открыта, она стала распространяться как гигантский пожар. At the end of the 16th century, 80% of inhabitants of Austria were Protestant. В конце 1600-х годов 60% всех жителей Австрии, в частности, уже были протестантами. It was a mighty revival. И пробуждение было просто удивительным. And the foundation of this movement of the Spirit, this Reformation, the foundation was one principle. I mean, actually they had 5 principles, but one was the foundation. Одна важная истина, их в сущности-то было 5, но в целом одна главная истина и послужила основанием для вот такого могущественного движения Духа. When you see and understand these 5 principles, then you see what is the foundation of a move of God. Если вы понимаете эти 5 соло, эти 5 принципов, вы тогда будете наверняка знать, что является правильным основанием для движения Божьего Духа. Sola is Latin, means only. Соло по латыни это So there только. was sola fide, which means only through faith. Например, соло фиде это только верой. You don't have to earn your salvation. Никакой You believe in what человек Jesus did for you. не может заслужить своего спасения. Это только через веру в то, что Иисус сделал для нас. And you have salvation by grace, only by grace. И всякий может быть спасен только по благодати, и никак иначе. And it's all to the glory of God. И все это ради славы Божьей. But the foundation of these principles was sola scriptura, Основной, может быть, доминирующей солой была сола скриптура, which means only scripture is the valid and only foundation for our faith. что переводится с латыни как «только Писание». Только Библия может являться единственным подлинным основанием веры. They were preaching only by faith, salvation only by faith, because they saw it in scripture. Потому что, например, даже первая соло «только по вере», они ее откуда взяли? Они взяли ее из Писания. And they rejected the false teaching of the Catholic И Church, именно поэтому они смогли отвергнуть лживое учение католической церкви, which, for example, says, yes, scripture, but we also need tradition. которое провозглашает Писание, да, но нам еще нужны предания старцев. Yes, faith is good and necessary, but we also need works. Да, и вера, она, конечно, хороша и прекрасна, но нам еще дела нужны обязательно. That's why the reformers said, no, only faith, Именно only поэтому grace. реформаторы и говорили только вера и только Because благодать. this is what scripture teaches. Потому что это то, чему нас учит Писание. So since these 1500, we see a coming back to the Word of God. И начиная с этих 1500-х годов мы видим вот такое некое возвращение церкви к самому Божьему Слову. But the Reformation has not been completed. Но эта реформация, которая It тогда was just началась, a great start. она еще не закончена. And Это many было крутое other- начало. Many other foundational truths were added to it. И многие фундаментальные истины Писания были в конечном счете тоже заново открыты. And when I say truth were added, I don't mean they created new truth. They found the old truth Да, и and помните accepted же, it again. речь не идет о том, что люди получили некие новые откровения. Это были те же самые библейские истины, которые церковь смогла заново открыть для себя. In 16th century, a certain group of people, they realized that to be baptized means to be immersed in water after conversion. Например, в XVI веке была группа верующих, которая открыла для себя, что креститься – это, оказывается, полностью погружаться в воду. So this process of restoration is going on until today. И этот процесс реформации или восстановления, он продолжается до наших дней. And the goal is the fulfillment of the whole Word of God.
И цель ее – это полное исполнение всего Слова which Божьего, speaks about a pure, powerful, glorious church at the end of the age before Jesus comes. которое провозглашает нам Слово Божье, чистую, непорочную, святую невесту, которая будет обязательно в конце времен перед приходом Иисуса. This was the vision of Paul, the great builder of the church. И это было видением Павла на самом деле, которого мы считаем воистину замечательным строителем церкви. Let us look at Ephesians 4, 11-15. Давайте с вами откроем Ефесянам 4 главу. And here he reveals his understanding of the plan of God, how to bring the church to maturity. Здесь Павел объясняет нам, как он видит Божий план для церкви. И он дал одним быть апостолами, другим пророками, третьим проповедниками радостной вести или евангелистами, четвертым быть пастырями и учителями, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа, до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, пока не достигнем духовной зрелости и пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства. So we see the body of Christ, the church, the believers should be edified and built up. Здесь написано, что это предназначение Церкви Божией строиться и созидаться. And the goal is to come to the knowledge of Christ. И причем цель этого заключается в том, чтобы прийти к познанию Христа. Which of course is much more than just knowing his name. И познать Христа – это не просто знать Его имя. The knowledge of Christ involves knowing his heart, his intentions, his plans for the church and for the world. Познание Христа – это значит понимать Его сердце, понимать Его желания и намерения по отношению к церкви, по отношению к нам, по отношению к этому миру. And of course, Paul was not speaking about head knowledge. He was talking about knowledge that was given by revelation, by the personal application of the Holy Spirit to the believer. И, разумеется, Павел не говорит здесь о каком-то просто ментальном, интеллектуальном знании чего-то. Он говорит о познании Христа, которое было осуществлено Духом Святым. And the knowledge of Christ is the only power to transform a person's life. И познание Христа, духовное, это единственная сила, которая способна по-настоящему менять людей. When we see how Jesus is in his character, in his attitude, Потому что только когда я вижу Христа, какой у Него характер и как Он относится к тому then или we will другому, admire him, we will trust him, только тогда я способен этим восхищаться, And we только will- тогда я способен and Ему we will доверять, follow him. We will believe him more than ourselves. и только тогда я способен последовать за Ним и верить Ему больше, чем даже себе So самому. the whole process is about revealing Christ, the personality, the glory of Jesus. Поэтому весь этот процесс упирается в откровение Христа, в славу Христа. And the church at the end times before Jesus comes will be filled with this knowledge of Christ. И церковь перед приходом Христа будет наполнена именно такого рода познанием, познанием самого Христа. And they will know Jesus as their bridegroom, and they will know Jesus as judge of this world and as king. Это церковь, которая будет знать Иисуса как царя, как жениха и как судью. Let's turn to another scripture which in detail explains how this process of restoration and growth is taking place. Ephesians 5. Давайте с вами еще откроем один стих Писания, который нам поясняет, как этот процесс познания и восстановления происходит. Ефесянам 5 глава, 25-27 just. с 25 по 27 стих. «А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее, чтобы сделать ее святой, очистив ее водным омовением через слово, чтобы ему поставить ее перед собой, как славную церковь, не имеющую пятна или порока или чего-то подобного, чтобы она была святой и непорочной». We see in verse 26, the church will be sanctified and cleansed.
Вы можете обратить внимание на 26 стих. Он говорит здесь, церковь должна быть очищена и должна была сделана святой. to the point that it gives to the world a complete revelation who Jesus is. До такого состояния, когда церковь сможет в полной мере показывать окружающему Jesus миру, said- кто такой сам Христос. Jesus said, if you see me, you see the Father. Помните, как Иисус сказал, если вы увидели меня, это значит, вы увидели And Отца. when the church comes to maturity, the church will say to the world, if you see us, you see Jesus. И фактически церковь должна прийти к такому состоянию, когда она будет способна сказать, окей, если вы посмотрели на меня, это значит, вы увидели Иисуса. His character, his values, his way of life, Это значит, глядя на меня, вы можете понимать, какой характер у Иисуса, And his какие у него wisdom. ценности, и какой у него образ жизни, и какая у него есть мудрость. will be displayed to the world. Тогда его многоразличная мудрость будет явлена этому миру. And right now, the church in many places is in such a state that people say, look at the church, and this is something that we don't like and we despise, and there's no need to go there. И, к сожалению, во многих местах сейчас как дела с церковью обстоят. Люди на нее смотрят и говорят, что это такое странное, ужасное, и я туда не пойду. We have divorce and adultery and the church themselves, so why should we go there? What can we learn from К that? сожалению, церковь наполнена блудом, разводами и всякой такой ерундой. Люди сами в себе рассуждают и говорят, а чему эти люди меня смогут научить? Я и сам The такой. biggest hindrance for powerful evangelism is not the spirit of this world, but it's the condition of the church. И, к сожалению, самым главным препятствием для евангелизации сегодня даже не является дух мира, который нам противостоит, а состояние самой церкви. There's so many scandals and so many things that are just horrible. Потому что столько всяких ужасных вещей, всякого рода скандалов наполняют церковь. But as Paul says, Jesus is committed to cleanse his church. Но, как Павел здесь нам говорит, у Иисуса есть достаточно посвящения, чтобы очистить свою And церковь. he's doing it by the washing of the water of the word. И он говорит, как он это делает? Он делает это через омовение ее словом. This is the process that we are in right now. И это тот самый процесс, посреди которого мы The все Holy находимся Spirit сейчас. gives light to the word, to certain scriptures, to certain truth. Когда Дух Святой, Он приносит свет и открывает какие-то важные отрывки Писания, That were lost for centuries, Которые but были- hidden in the word. утеряны веками, но были спрятаны эти сокровища в Слове. And by every new truth, the church makes a step forward. И когда приходит как познание этой старой истины, она открыта, церковь делает очередной шаг вперед. I'm sure most of you, to a degree, you sense the presence of God when we had this little time of worship. Я полагаю, что вы все практически могли почувствовать в той или иной мере Божье присутствие. Ну, например, сегодня во время поклонения. But do you realize that this is a completely new thing, which did not exist 100 years ago? Но вы понимаете, что вот то, что мы, например, сегодня с вами переживали, это было чем-то совершенно потерянным. 100 лет тому назад этого не существовало в 100 years природе. ago, they would sing songs about God from a hymn book. 100 лет тому назад люди открывали свои песенники и пели песни про Бога. But the Holy Spirit came and gave light to Scripture, and people began to understand God inhabits the praise of His people. Но в какой-то момент времени люди, читая Писание, вдруг поняли, это было открыто им, что Бог живет среди славословий своего народа. When we stop singing about Him, but begin singing to Him. Когда мы перестаем петь песни про Него, но когда мы начинаем петь песни Ему самому, And we do it in faith that He's there, that He's listening, И that we делаем. can please Him, we can touch Him.
Это по вере, когда мы верим и понимаем, что Он есть, что Он слышит нас, мы можем угодить Ему, мы можем затронуть Его сердце. then His presence would manifest. И тогда Его присутствие будет проявляться. This new truth only came up in the 1960s. Can you believe that? Вы понимаете, что вот подобного рода подход к поклонению в сущности был восстановлен в церкви только в 1960-х годах. It's a spiritual revolution. Most people don't realize it. И большинство людей даже не осознают, насколько это было реальной духовной революцией, прийти к такому пониманию. Now we truly believe God is there. He's seeing us, and we can see Him in the Spirit to a certain measure. Представьте себе вдруг прийти к такой реальности, что Бог есть, Он меня видит, и когда я поклоняюсь Ему, я тоже могу Его видеть в определенном смысле. That's why religious people who do not believe in the presence of God, they find it awkward to raise hands. Именно поэтому религиозные люди, которые не в состоянии эти вещи переживать, им так неловко, например, руки к Богу протягивать. Because for them, God is not real. He's somewhere out in space or I don't know where. Потому что для них Бог это кто? Он где-то вон там, далеко за горизонтом. But He's not here. He's not near. He's not looking at us. Но Он не здесь, Он не близко, и Он не смотрит на меня. He's not pleased with our songs. Ему и не нравятся песни мои, они ему So не this is нужны. just one example of a powerful truth that has been just recently restored. И это всего лишь один пример мощной библейской истины, которая была восстановлена, ее понимание было восстановлено церкви. As I said, only in the 1960s this began. По сути, вот такой подход к поклонению, который мы имеем сегодня, благословенный, был только начался приблизительно в 1960-е. So the Holy Spirit is giving His light on certain truth in the Bible. Итак, Дух Святой, Он проливает свой свет на какие-то важные истины Писания. And some people see it and believe it and go for it. И некоторые люди видят это, они принимают это верой, и они начинают двигаться в этом. And always they get persecuted by those who don't embrace these truths. И более того, их всегда гнали люди, которые не способны This эти was the вещи case принять. in Reformation. Это было в реформации, во времена реформации. And then came up this idea or this understanding of baptizing after repentance. Потом, когда было восстановлено понимание, что крещение возможно только осознанное после покаяния, And the Anabaptists were not only persecuted by the Catholic Church, but by the Lutheran Church. и удивительная вещь была в том, что анабаптистов гнали не только католики, но еще и лютеране сверху. And then 200 years later, then came John Wesley, and he started to preach on the street. 200 лет спустя появился Джон Уэсли, который начал проповедовать на улице. This was like blasphemy for religious people. Для религиозных людей проповедовать на улице было настоящим богохульством. Because the holy word of God must be only preached in the holy sanctuary. Почему? Потому что Святое Слово Божие должно быть проповедано только в святом Его месте. For us, it's normal that people preach on the street. Для нас сегодня это нормально, что мы можем выйти и проповедовать на But in улицу. those days, this was a scandal. Но в те годы это был скандал, все скандал. And then another 200 years later, then came this light of the Holy Spirit about this baptism in the Holy Spirit, this glorious gift to praise God in new tongues. 200 лет пришло это славное, пришло это славное откровение о крещении Духом Святым, об этом славном переживании, когда я могу соединяться с Богом, молясь на иных And языках. if you study church history, then you know that the most prominent leaders of those days opposed this idea. И если вы читали литературу, касающуюся истории церкви, вы узнали, что практически все выдающиеся духовные служители того времени, они противостояли этому. They even said it's from the devil И они даже говорили, это от дьявола пришло, because they don't see it in Scripture. потому что они не могли видеть это в Писании. The Holy Spirit sheds His light on truth that were forgotten and hidden. Итак, Дух Святой проливает свой свет на истины, которые были утеряны и которые были сокрыты. And there are three truths that I believe are on God's heart in these days. И я верю, что есть три
основные истины Писания, Да. которые сегодня очень актуальны в Божьем сердце. that will prepare the church for the coming of Jesus. И которые смогут приготовить церковь к пришествию Христа. And again, these truths, although everyone can see them in the Bible but don't understand, will oppose these truths. И опять люди, которые читают Библию, но они не понимают какие-то вещи из Писания, вне всяких сомнений, они будут этому противиться. And a very powerful truth is that a church is led by a team of elders, which are men. Например, одна из таких истин – это то, что церковь должна управляться командой пресвитеров или старейшин, которые еще и мужчинами являются. There's no pastor leading a church in the New Testament. В Новом Завете мы не находим ни одной церкви, которая бы велась одним пастором. But I tried it. I said boldly in a pastor's meeting, brothers, did you ever notice there's no New Testament church run by a pastor? И, друзья, я знаете, как старался? Я приходил на пасторские собрания и говорил им: братья, а вы разве не замечали в Писании, что нет ни одного примера церкви, которая бы управлялась одним пастором? Я так старался с ними And поговорить. they did not respond. Well, is it in the Bible? Then let's go for it. Знаете, и никогда такого не было, чтобы они сказали: о, правда, ты в Библии это прочитал? О, как здорово, давайте все будем вот на эти рельсы No, they переходить. said, this is wrong teaching. Они мне говорили: это у тебя лжеучение, This is dangerous. опасное. So we are in this process. I want you to understand, because I find many Christians, they don't see themselves, they don't see their church in the bigger context of God's plan. И, к сожалению, так тоже случается. Некоторые люди, некоторые церкви, они просто не видят себя в контексте большего Божьего плана. But once you see it in Scripture that before Jesus comes, there will be a pure bride, a glorious church which displays the character of Christ and has great power. If you don't see that, or no, if you see that, that will change your whole perspective and your prayer life. Понимаете? Потому что только когда я вижу из Писания, как только что мы прочитали, что в конце времен будет чистая, омытая, непорочная церковь, невеста Христа, которая своей жизнью и своими ценностями будет являть самого Христа этому миру, прежде чем Он придет. Как только мы начинаем вот этот контекст видеть, это начинает менять нас изнутри и меняет нашу молитвенную жизнь по-настоящему. Just a few weeks before I came here, I had another discussion with a Pentecostal leader. Буквально за короткое время до приезда сюда у меня была очередная дискуссия с одним пятидесятническим And he служителем. said, you have a wonderful teaching ministry, but there's one thing wrong. Он подошел мне и говорит: знаешь, Хартвик, ты такой хороший библейский учитель, но в одном ты ошибаешься, брат. The Bible does not speak, he says, about a great revival before the coming of Jesus. Библия вовсе не говорит нам о каком-то великом пробуждении перед приходом Иисуса It Христа speaks вторым. about multitudes falling away from the faith. Там наоборот написано, что будет великое отпадение, то есть толпы верующих будут отпадать. And he said, you are wrong in this thing. In this idea, you are wrong. Окей. In the idea of a powerful, glorious, victorious end-time church. Поэтому ты which brings in the заблуждаешься, harvest. что вот при таком раскладе возможно, что будет некая мощная, прекрасная, чистая церковь, которая будет заниматься жатвой последних времен. And I pointed to him to a certain scripture in Revelation where it says there's a huge multitude of people saved and they all come from the great tribulation. И я показал ему этот стих Писания из Откровения, что в конце будет огромное просто море, океан людей, которые были спасены из великого испытания. And the way they are described, they're believers in Jesus Christ, И понятно, washed by the blood of the и Lamb. там понятно совершенно, что речь идет о христианах, которые омыты кровью Агнца. And he was so stuck in his Pentecostal tradition, he said, yes, I can read they come from the tribulation, but they don't come from the tribulation. Да, и он, бедный, раз и встрял в своей теологии пятидесятнической, например. Он говорит: ой, да, я что-то вижу, что они все выйдут из великого испытания, из великой скорби, там написано.
Но нет, они все-таки не выйдут из великой I скорби. could not understand this way of thinking. Знаете, и я не мог, взять в толк вот такое мышление. Ты ему показываешь стих Писания, So там he говорится, эти толпы выйдут из великой скорби. So Но нет. he was able to read, but he couldn't see. И знаете, как это бывает? Люди читают, но они не понимают. I mean, which point don't you understand? They come out of the tribulation. Что там непонятного? И они все вышли из великой скорби. Что So там these were непонятного? people that lived in the Great Tribulation the last 3.5 years, Это and they were значит, saved at that time. что это люди, которые жили в последние 3,5 года, например, да, великой скорби 7-летней, и каким-то образом эти люди все уверовали именно в этот But момент. he insisted on his point. Yes, it says they come from the tribulation, but they don't come from the tribulation. Но он такой говорит, ну да, вышли, конечно, из скорби, но все-таки не вышли из скорби. Lord, open his eyes. И ты что можешь сказать? Ну, Господь, открой человеку глаза. So you need to see in order to be motivated for your praying for the church, praying for the coming of Jesus. You need to see in Scripture the glorious, powerful, pure church at the end of the age. Поэтому для того, чтобы наше служение и наша молитва была эффективной, и мы должны видеть это, что в конце времен будет великая, прекрасная, мощная и чистая церковь. And Jesus is doing this process by revealing His word. This is how it's done, the washing of the word. И мы прочитали с вами, что Иисус это делает тем, что Он омывает Словом свою церковь. And this idea a church is run by a team of elders will change the whole way, the whole idea about church, how to express it, how to live it. И управление церковью, когда это не один какой-то большой человек наверху, но понимание, что церковь управляется командой старейшин, это поменяет вообще в корне то, как люди понимают церковь и как они живут как церковь. And we see in the last 20 years more and more churches in Germany come to this model. И мы видим, что за последние 20 лет, например, в Германии все больше и больше количество церквей начинает приходить именно к такой модели управления. And then a second truth that I find is on the heart of God and that we need to grasp is the truth about discipleship. И вторая по важности тоже истина из трех, которую, я думаю, нам всем следует ухватить, это именно истина об ученичестве. And the third one, which is connected to discipleship, is the truth of the fear of the Lord. А третья истина – это истина о том, что есть страх Господень, и которая связана с ученичеством We see it непосредственно. already now, and we will see it more in future, that the Holy Spirit is emphasizing these three important truths. Мы видим это сейчас, и я уверен, что мы будем видеть этого больше еще в будущем, когда Дух Святой делает свой акцент именно на этих трех истинах. There is no way for leaders of the church to learn humility outside of the context of team leadership. Например, there is no way. Служители церкви никогда не смогут научиться смирению вне вот этой истины командного управления. And there is no way for a new believer to learn the lifestyle of the kingdom of God without discipleship. It's just not possible. Например, тоже совершенно невозможно, чтобы новообращенный научился образу жизни правильному в Царстве Божьем без ученичества. Так не будет никогда. And I had many talks with pastors who have a traditional idea about church, and they complain that they don't have enough staff to do all the work. Знаете, и что бывает? Вот ты сталкиваешься со служителями, которые имеют такое, скажем, более традиционное, старое понимание церкви. Знаете, что все эти люди делают? Они вечно жалуются, что им не хватает людей на то, чтобы сделать всякие разные полезные вещи. And I told them, you don't have a problem with the lack of staff, you have a problem of discipleship. И я им всегда говорю, друзья, это не проблема в том, что у вас работников, да, оплачиваемых в церкви не хватает. У вас проблема с тем, что у вас нет учеников. Because one of the marks of the disciple is he is willing to be a servant. Почему? Потому что один из основных признаков ученика – это желание быть слугой. And then many times when I speak about servanthood and willing to serve the church,
pastors get excited. Знаете, и потом, когда я прихожу в их церковь и начинаю проповедовать о служении, о важности служения другим людям, And when I tell them how it looks like to give themselves, to pour themselves into the lives of a few people in the church, they get scared. знаете, и пасторы, они такие радуются, но когда я им потом начинаю говорить, как важно брать и изливать свою жизнь в жизни нескольких хотя бы людей в церкви, людям становится страшно. And many times I hear the answer, I don't have time for that. Знаете, и потом эти служителя мне говорят, ну вот то, как ты говоришь, надо что-то там выливать в жизни других людей, у меня нет времени на I это. must keep the church program running. Потому что мне нужно следить за тем, чтобы все наши So- церковные программы работали. I do not have time, hours per week, to invest and sit down with people and solve their problems. Поэтому у меня нет столько времени вот часами сидеть с людьми, там разбирать какие-то их проблемы. And I try to motivate them. Say, if you do this with 4 or 5 people, after a few years, you will have solid, stable people who are willing to serve and to minister in the church. А я им говорю, так послушай, если ты сейчас уделишь на это время, и ты будешь инвестировать что-то в жизни там 4-5 людей, спустя несколько лет у тебя будут вот и такие замечательные люди в церкви, крепкие, стабильные и могущие. And these 4 or 5 people, they, if he did his job, they will produce disciples that will produce disciples. И потом, если мы хорошо делаем свою работу, это же начинает расти в геометрической прогрессии. То есть ты вложил что-то в жизни 3-4 человек, они в свою очередь способны тоже рождать учеников, которые тоже в свою очередь будут рождать But учеников. many are not convinced and they stick to the old idea of church. It's a series of meetings where we entertain the people. Я не могу частенько убедить людей, чтобы они пересмотрели то, как они ведут церковь. Для них церковь – это ряд каких-то богослужений, на которых мы все должны развлекать публику. И все. And maintaining this program is so exhausting and time-consuming that they don't have time for the real thing. И потом получается, что люди тратят на это столько сил и столько времени, чтобы развлекать публику регулярно, что у них не остается времени на что-то по-настоящему важное. But although these pastors have a Bible, they see what Jesus was teaching about. И, например, несмотря на то, что у этих пасторов, у них тоже есть Библии, они читают, чему учил Иисус, They are например. blinded by their tradition. Часто люди бывают ослеплены своими And традициями in his days, религиозными. Jesus said to the religious people, you make the word of God of none effect because you prefer your traditions. И такого рода людям Иисус в свое время говорил, Он сказал, вы обессиливаете Писание своими человеческими традициями. And the only way how we can escape this danger to be blinded by tradition is we pay attention to the word. И как мы, например, тоже можем избежать ненужных религиозных традиций в своей жизни, это когда мы обращаем пристальное внимание на Слово. And we are willing to follow the word no matter what the costs are. И когда мы готовы последовать за Словом, невзирая за то, чего нам будет это стоить. Because his word is the truth. Потому что Его Слово – это истина. And only truth matters, not tradition, not И our только own истина ideas, имеет nothing. значение, не наше мнение, не религиозные традиции и не что-то другое. Everyone who is studying the teaching of Jesus can see easily that Jesus was only interested in gaining disciples. И всякий, кто читает Писание, понимает, что единственный интерес у Иисуса вызывали только ученики. Он никогда не хотел производить что-то еще, только учеников. There's not one scripture that says he's interested in having as many followers as possible. Например, вы нигде не найдете стиха Писания, где говорилось бы, что Иисус хотел, чтобы толпы людей за Ним следовали, чтобы приобрести как можно большее количество фолловеров. Jesus is interested in having disciples. Иисуса интересовали только ученики. And it's important to understand the difference between a disciple and a believer. И есть большая разница между учеником и просто верящим человеком. These are two different things. Это две разные вещи. Of course, every disciple is also a believer. Вне всяких сомнений, всякий ученик
верит. Это верующий. But not every believer is a disciple. Но не всякий верующий ученик. And this message must be taught and preached and explained. И об этом нужно учить, проповедовать и объяснять людям. So that people wake up from their tradition and think, oh, I go to church and I go there on a regular basis and this is enough and this is pleasing God and okay. Да, чтобы люди могли наконец пробудиться из своих религиозных традиций, когда им кажется, что раз они регулярно ходят на собрания, и они такие молодцы, и Бог ими доволен. Jesus wants disciples. Иисус хочет только Nothing учеников else. и ничего другого. And we need to study the word. What does it mean, a disciple? И нам очень важно из слова понимать тоже, что кто такой ученик. The Greek word means it's someone who is learning. Греческое значение слова ученик — это тот, который учится. A disciple is someone that is learning. Ученик — это тот, который хочет What учиться. is he learning? Чему он The учится? lifestyle of the kingdom of God. Он учится образу жизни Царства Божьего. He's learning to live under the authority of King Jesus. Он учится жить под властью у Царя Иисуса. He's learning to obey Jesus. Он учится быть послушен Иисусу. His goal is to learn to love Jesus with all his heart. И его цель — научиться любить Иисуса всем своим сердцем. Well, you say, I know many believers, they have the same desire. И вы можете сказать, ну, в принципе, я знаю много верующих, у которых тоже Well, такая having a цель. desire is fine, but if you don't put this desire into the real context, it does not do you any good. Отлично, если у вас есть желание, но если вы не начнете свое желание реализовывать на практике, от этого желания не будет большой пользы. Here's the point. К чему это все? A disciple is someone who learns Ученик — это тот, который учится under the oversight of someone who has learned already these things. под наставничеством того, кто этому уже научился. It's not just me and my Bible and Jesus, Это не просто я, моя Библия, Иисус. but it's a intelligent decision to submit to people that are more mature than I, and I'm willing to be taught by them, and I'm willing to follow their example. Но это осознанное решение, что я хочу покорить себя и учиться от людей, которые уже прошли тот путь, который я собираюсь. See, the Bible says, if you don't love your brother, you cannot say you love God. It's just a deception. You think you love God, but by the way you treat your brother, it's obvious you don't love God. И это очень сродни тому, как, например, в Писании написано, если мы претендуем на то, что мы любим Бога, но при этом мы не любим нашего брата, и то, как мы относимся к нашему брату, показывает, что мы его не любим, мы на самом деле Бога не любим. So your attitude towards God is seen in your attitude towards people. Другими словами, очень часто наши отношения к Богу можно увидеть по тому, как мы относимся к нашим братьям. So don't tell me you obey God if you are not able and not willing to obey people that follow God. Точно таким же образом не рассказывайте мне, что вы готовы покориться Богу и смиряться перед Богом, если вы не способны покоряться и смиряться перед It's людьми. nothing else than a religious deception. Это обыкновенное религиозное обольщение. If you cannot obey people who walk with God longer than you and are more mature than you cannot obey God. It's just a deception. Если вы не способны прислушиваться к людям и делать то, что говорят вам люди, которые более зрелы, чем вы во Христе, это тогда просто религиозное обольщение считать, что вы покорны Богу. From Scripture, we need to understand the heart central problem of an unbeliever. И очень нам важно понимать, в чем заключается главная проблема неверующего человека. His problem is not smoking, taking drugs, or adultery, or doing other forbidden things. Смысл не в том, что эти люди могут курить,
пить, использовать там наркотики, заниматься блудом или делать всякого рода He may be a нечистоту. good person from the outside, Или это может быть даже очень милый человек, не делающий этого всего. but God is looking at the heart. Но Бог всегда смотрит на And the сердце. real problem of a sinner is not smoking and adultery and these kind of things. И корневая проблема грешника – это не какие-то вот такие внешние It's плотские проявления not- греха. It's not believing in God. In God's eyes, not believing in Him, not trusting Him, not obeying Him is a crime. В соответствии с Писанием, неверие в Бога, непослушание Богу – это настоящее преступление. The Bible describes people as rebellious against God. Например, Писание описывает эту ключевую проблему как бунт против Бога. Even when they try to be a good person, Даже несмотря на то, что эти люди могут быть милыми в целом. because they are deceived in their pride and they think they can be a good person without God. Потому что такие люди обольщаются в своей гордости, и им кажется, что они вполне смогут быть приличными людьми без Бога. That's why the Holy Spirit comes and convicts people of their sin, not believing in Jesus. Именно поэтому Дух Святой приходит и обличает мир или обличает людей в грехе. В каком грехе? В том, что они не верят в Иисуса. These people are in deception. They say, I don't need the cross. I don't need deliverance. I don't need forgiveness. I don't need the power of the Spirit to do the will of God. Это люди, которые живут в обольщении. Мне не нужно никакого спасения, никакого освобождения. Мне не нужна Божья помощь, чтобы исполнить волю Божью в своей жизни. If we understand this, the way we speak to sinners will be completely different. И если мы начинаем это понимать, мы начинаем и говорить тогда с неверующими совершенно в другом роде. And we will stop bringing this shortened message, oh, God loves you. И тогда мы уже не будем говорить им такую урезанную версию «Бог любит тебя». When I was a drug addict, there was a young believer came to me and he wanted to encourage me, oh, Jesus loves you. Когда, например, я был наркоманом, ко мне как-то пришел один верующий и хотел меня вдохновить, и говорит мне: «Иисус любит тебя». I said, fine, that's his problem. Я сказал: отлично, это его проблема. This has nothing to do with me. Это ко мне какое отношение имеет? Мне он зачем с его любовью? No, the message is you are in rebellion against God and your future will be much worse than your present. И тогда нашим посланием становится, что ты находишься в бунте против Бога, и будущее тебя ждет гораздо более плачевное, чем твое настоящее состояние. And because God loves you, He doesn't want you to perish И and He потому wants что you to come back to life. Бог любит тебя, и Бог не хочет, чтобы ты погиб. Поэтому Он призывает тебя снова к And you жизни. need to come back to humble yourself И and тебе commit нужно yourself and learn obedience. Вернуться к Нему, тебе нужно смириться перед Ним, и тебе нужно научиться послушанию перед Ним. The core problem of the devil is rebellion, disobedience. Ключевая проблема дьявола – это бунт и And непослушание. we are all, by nature, children of the devil. И мы по своей плотской природе все являемся потомками дьявола. Now we are saved by grace, thank God. Да, сегодня мы спасены по благодати. But it would be very superficial to assume the root of rebellion is already gone. Но было бы очень самоуверенно считать, что вот этот корень бунта тогда просто через одну молитву покаяния из нашей жизни извергается. No, we have to learn obedience, Нет, каждому необходимо научиться послушанию. to obey God, to obey His word. Быть послушными Богу, быть послушными Его Слову. And as I said already, you cannot learn to obey God if not for a certain amount of time, 2, 3, 5 years, there's someone that you see that can talk to you and you submit to him. К чему я это говорю? Я говорю это к тому, что нам всем необходимо научиться покорности и послушанию Богу. Но для того, чтобы этому научиться нам всем, стоит обзавестись людьми, которые на протяжении какого-то времени, 2, 3, 4, 5 лет, какие-то конкретные живые люди будут наставлять и помогать нам. You learn to be led, and then you learn how to lead yourself.
Сначала мы учимся, чтобы нас вели, и тогда мы можем научиться вести себя сами. That's why the Bible says, obey your leaders. Именно поэтому Писание говорит: вы, младшие, повинуйтесь вашим наставникам. Have you ever read this scripture in Вы Hebrews? когда-нибудь читали в Евреях это Obey место your Писания? leaders. Там написано: будьте послушны When they say вашим don't do it, then служителям. you say, okay, I will not do it. Это что означает? Когда тебе человек говорит: не делай этого, это делать не надо. Of course, I need to clarify, and the Bible is clarifying this Я хочу kind это of прояснить, и вне всяких сомнений Библия проясняет подобного рода высказывания. Obeying your leader means you obey him in everything that he gives you from the Word of God, nothing else. Быть послушным, когда Писание говорит: будьте послушны вашим лидерам или вашим служителям, Писание подразумевает, что мы будем послушны исключительно в тех вещах, которые мы видим, эти люди говорят нам сделать из слова. Some decades ago, there was an attempt of the Holy Spirit to revive this truth of discipleship, and it ended in abuse. Несколько, наверное, десятков лет тому назад была такая попытка Духа Святого восстановить именно ученичество в церкви, но, к сожалению, это закончилось злоупотреблениями властью. And Это целое движение. discipleship became a mean of certain people to dominate other people, to control them. И ученичество превратилось в такое средство, которое попало в руки к нескольким людям, которые стали доминировать над другими. And that was terrible, yes. И это довольно было ужасно и And плачевно. finally, that whole movement collapsed. И в конечном счете все это движение развалилось. And when I talk to pastors, they point me to this. Oh, we had this before, and it just failed. И It's когда dangerous. я, например, пасторам говорю о важности ученичества, они мне все тыкают пальцем в этот негативный пример и говорят: мы уже пробовали, плохо закончилось, это опасно. No, not the teaching of discipleship is dangerous. The abuse of discipleship is a danger. Опасность не в самом послании ученичества, опасно злоупотребление ученичеством. So what does the Bible mean when it says obey your leader? Итак, Obey что your leader. Библия подразумевает, когда она говорит: вы, младшие, повинуйтесь вашим наставникам? When he says give me your money, you give him the money. Окей, деньги давайте сюда, и вы все даете деньги. Go wash my car Идите машину мне помойте. or take care of my garden. Идите, кто сегодня будет прибирать у меня в саду? This is abuse Это самое настоящее злоупотребление. of a spiritual leader. Власть духовного служителя Is never beyond the borders of Scripture. никогда Never, не never, выходит never. за границы, очерченные Писанием. Никогда, никогда, никогда. In counseling, again and again, I see people who are victims of false authority. Я служу многим разным людям, и мне часто попадаются люди, которые являются жертвами религиозных каких-то систем, Just the other week, a lady духовной was власти. telling me her life story. She obeyed the leader. He said, "You must marry this man. It's from God. God showed me." В общем, попалась мне женщина буквально недавно, и она мне рассказывала свою историю, как, например, духовный служитель сказал: ты должна выйти замуж вот за этого человека, мне Бог это But the показал. way she described this person that she married Но- would lead me to the conclusion: stay away from that person. Stay away. Но как она мне потом объяснила, что из себя этот человек представляет, за которого она вышла замуж, это такого рода человек, о котором обычно говорят: беги, беги, And had hell on earth with him. потому что это ад на земле There's будет. nothing in spiritual authority to speak into your private affairs, like whom you marry, what you do with your money. Да, это выходит за пределы духовной власти, когда люди начинают указывать, за кого выходить замуж и на что потратить ваши Or деньги. which profession you should Или, choose. например, каким родом деятельности вы должны заниматься. Or to which church you should belong. Или This is в какую your церковь вы decision, должны nothing ходить. else. Это лично ваше решение, и это не касается никого другого. There are leaders that bind people. I have from God. You will be in my church forever. Потому что есть такие служители, которые просто связывают людей и говорят: будешь в церкви моей вовеки.
This is manipulation. И это самая настоящая This has манипуляция. nothing to do with leadership. Это не имеет никакого отношения к здоровому руководству. Это ужасные You злоупотребления. choose the church that you want to go to. Каждый человек вправе выбирать церковь, в которую он собирается You ходить. choose the person that you want to marry. Это вы выбираете человека, за которого вы выходите замуж It или would be a женитесь. wise thing to present your future spouse to some mature person, yeah. Но вне всяких сомнений это мудро показать вашего избранника каким-то зрелым людям. My daughter brought a friend for casting. Например, моя дочь, она приводила женихов на So кастинг spend an мне. evening with him, check him. Ты сидишь с ним и проверяешь его. And then she asks, and what do you see? И мне дочь потом говорит: пап, ну ты что And увидел? I explained what I saw and where I had my questions. И я говорю, что увидел. Я говорю, ну вот некоторые вещи вызвали вопросы. I didn't say I forbid you to marry this guy. Знаете, я не могу ей сказать: я запрещаю тебе за But she него trusted выйти me and замуж. she wanted to have my advice. Но это человек, который мне доверяет, и она хочет прислушаться к And I здравому gave my совету. advice and she said thank you and she dropped that man. Да, когда я, например, ей как-то раз посоветовал, она сказала: пап, спасибо, и оставила There его. are certain things that you alone decide before God and no one can come and tell you what you Есть, have to do. есть в вашей жизни такие вещи, которые только между вами и Богом вы вправе решать. И никто не имеет права прийти вам и указывать, должен ты так сделать или нет. But at the same time, it would be a wise thing to believe that there are people that are more mature than you. Но при этом это хорошо и полезно отдавать себе отчет в том, что в нашей жизни попадаются люди, которые более зрелые и опытны в каких-то Is вещах. that possible that there's someone more mature than you? Скажите, Is it вообще такая possible? возможность существует в вашей жизни, что кто-то есть более зрелый и опытный помимо вас? Okay, then go and learn from that person. Тогда возьмите и пойдите, и Ask your научитесь у этого questions, get человека. advice, Пойдите, задайте вопросы, пойдите, спросите совета. and say, I want to learn what you have learned from God. И скажите такому человеку: я хочу научиться тому, чему ты от Бога That научился. is wisdom. Знаете, друзья, в этом мудрость. I have seen so many people who shipwreck in their faith because they all knew it by themselves. Я знаю очень многих людей, которые потерпели кораблекрушение в вере просто потому, что они сами себе на уме, они сами все знают. So I said, when we become children of God, we are born again, God's Spirit is in us, but that does not mean that our heart to the depth is cleansed from rebellion. Итак, мы приходим с вами к тому, что даже когда мы рождены свыше, даже когда Дух Божий поселяется в нас, мы не можем считать, что в полной мере корень бунта ушел из нашей жизни. There might be pockets and areas in your heart where you Могут быть. still have this attitude, I do it my way. В нашем сердце какие-то потайные места, какие-то залежи, где живет эта твердая решимость. Я буду делать все I по-своему. don't need counsel. И мне не нужны никакие советчики. And only in the process of discipleship, this root of rebellion will come to the surface and you can get rid of it. И смысл в том, Only что through когда that. я попадаю в процесс ученичества с конкретным живым человеком, этот корень бунта может выйти наружу и проявиться в моей жизни, и тогда я могу от него избавиться. Let's turn to 2 Timothy chapter 3. Давайте откроем 2 Тимофею, 3 главу. This is a very prominent and important end-time scripture, a warning about the future of the church. Это очень важное место Писания, которое касается будущего церкви. Оно содержит очень ясное предупреждение. And Paul says, this is revealed by the Spirit. There will be dangerous times because of people, they live a certain lifestyle and they claim to be believers. Павел, это Дух говорит, он говорит: знай, будь уверен, что в последние дни наступят очень тяжелые времена. Почему? Потому что разные люди, претендующие на то, что они верующие, будут вести себя определенным образом. Знай, что в последние дни наступят тяжкие времена. Люди станут эгоистичны, корыстны, хвастливы, горды,
кощунники, непослушны родителям, неблагодарны, нечестивы, бездушны, непримиримы, клеветники, несдержанны, жестоки, будут ненавидеть добро, предавать, будут безрассудны, надменны, будут любить удовольствие больше, чем Бога. Благочестие будет для них лишь внешней формой, но его реальную силу они отвергнут, не имея с такими людьми ничего общего. Среди них есть такие, кто проникает в дома и обольщает легкомысленных женщин, которые обременены грехом и идут на поводу всевозможных желаний. Всегда учатся и никак не могут постичь истину. This is a very interesting scripture. Интересный отрывок We see Писания. how Paul is describing these people, Мы видим, как Павел этих людей and описывает. he starts from the outside, just looking at what they are doing, how they live. И начинает с внешнего поведения, то есть он начинает с образа жизни людей. And then he looks in the inside by the help of the Spirit, А and потом, finally comes to the root of the problem. благодаря помощи Духу Святому, он понимает, что у этих людей творится внутри, и в конце концов приходит к корневой проблеме. This method is also very helpful when we deal with people. We don't go to people and point to them, I see the spirit of pride in you and you need to repent. Знаете, и это очень хорошо для понимания, как мы должны иметь дело с людьми. Совершенно глупо подходить к человеку и говорить: я вижу у тебя гордый дух. People cannot relate to this. Люди не могут понять, про какой But when дух you ты им start говоришь. describing how they behave, Но когда мы начинаем объяснять людям внешние проявления их поведения, then if they are willing, they can compare the way they live with what Scripture says. то тогда люди могут сравнить свой образ поведения и какие-то реакции с тем, что описывает нам Писание. And then later they can get a deep revelation about the wrong attitude of their heart. И позднее люди могут тогда начать понимать неправильное отношение своего сердца. This is just a very helpful tool in helping people, in discipling people. Кстати, это вот такой полезный для вас инструмент, когда вы хотите кому-то помочь. But of course, the main purpose of this passage is different. Я, конечно, по другому поводу хотел об этом отрывке Paul поговорить. is describing the lifestyle of these people, and it's just like the world, right? Да, здесь Павел описывает нам образ жизни этих людей, и он ничем не отличается от поведения в мире. And in the beginning, you might think he's describing people of the world. Вначале даже можно подумать, что он описывает мирских людей. But then in verse 5, he would say, they have the form of godliness. Но потом в 5 стихе он говорит, это люди, у которых есть только внешняя форма благочестия. They have a Christian vocabulary, a Christian behavior. They Это can raise люди, hands in которые service. научились вести себя по-христиански. Они умеют поднимать руки на собрании. Они используют какую-то религиозную терминологию. But one thing is missing, the power of God to change them. Знаете, не хватает одного — Божьей силы, которая способна производить в них They перемены. deny the power of God. There is no power to change us. We are just forgiven. Тут написано, что они отвергают такую силу. Они говорят, так я уже прощен за все. When I first got saved, God put me in a Baptist church, and there were so many questions that I had. Например, когда я только уверовал, я попал сразу в баптистскую церковь, и у меня была куча вопросов. And they would have a slogan, we as Christians, we are not better, we just have a better future. И интересно, что у них был такой интересный девиз в церкви. Мы ничем не лучше грешников, нас просто ждет лучшее будущее. This sounds so humble. Знаете, и кажется, смирение-то And it's какое just фантастическое. Religious garbage. Да это мусор The религиозный. Bible says there's a difference between those that serve Him and those that don't serve Him. Писание говорит, есть очень ясная разница между служащими Богу и And неслужащими the Богу. believers will shine as stars in the darkness. И Писание говорит, что верующие, они будут сиять, как звезды на небе. If we in our lifestyle, in the quality of our relationships and marriage are not different than the world, we are not believers. В общем-то, если наши взаимоотношения в семье, если качество, например, наших отношений с окружающими людьми ничем не отличаются от мира, это значит, мы просто At неверующие, и least все. not the way the Bible Во всяком случае, defines believers. в том смысле, какими их описывает Библия. There are many believers, they believe.
Есть, знаете, такие верующие, которые верят, что они верят. But whether they really believe is not found out by what they believe, but by reality. Да, но важно нам, чтобы мы не просто верили в то, что мы верующие, а в том, чтобы еще наша вера как-то с реальностью совпадала. So these people deny the power of God. Yes, Итак, we've been forgiven, and здесь God написано, knows we are sinners, and He will help us someday, somehow. это люди, которые отрекаются от этой силы, которая способна их менять. Они говорят, когда-нибудь Бог придет и что-то сделает в моей Then жизни. Paul goes to the inside of these people. Но Павел двигается Dealing with вовнутрь their heart. этих людей и начинает иметь дело с их And in сердцем. verse 7 he says, these people are always learning. И в 7 стихе написано, это люди, которые все время чему-то учатся. That means they don't just attend church service, they go to extra seminars. Это люди, которые не просто приходят на церковные собрания, они еще семинарии посещают, Well, там this is good. обучаются. Then they surely will learn because they go to seminars. Конечно, мы же все ожидаем, раз ходят в семинарии, там точно всему Paul научатся. says, no. Павел говорит, It's ой, not нет, that simple. это не так просто, друзья. You can attend seminars, you can read Christian books more than anyone else, Можно and ходить still not learning and not being changed. It's possible. на христианские семинары, читать разные христианские книги, но внутри не меняться. Вот существует такая возможность. Paul says about these people, they are always learning, but they never can come to the knowledge of the И truth. 7 стих говорит, всегда учатся и никак не могут постичь истину. They're just not able to come Просто to the understanding, the никак knowledge of не truth. могут прийти к познанию истины. And therefore, they will not be changed. И поэтому эти люди не будут Because меняться. the only thing that changes us is the knowledge of the truth. Потому That's что the only thing. единственное, что может нас изменить, это познание истины. Jesus says, if you abide in my words, then you are truly my disciple, and then, because you are a disciple, you will understand the truth, and the truth will set you free. Иисус говорит, если вы пребываете в моем слове, то тогда вы мои ученики, и тогда только вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. I sat down with a young man, he's maybe more than 10 years a believer, has so many problems. Сидела я как-то с одним молодым человеком, он лет 10 верующий, и у этого человека молодого просто нереальное количество всяких But when I проблем. talked to him with confidence, he could quote this passage, the truth will set us free. Но когда мы с ним вели всякие беседы, он мне так уверенно говорил, ну истина же сделает вас свободными. Она же сделает. I said, not automatically. Я говорю, ну, брат только не автоматически There's a сделает. condition. Есть условия You must be определенные. a disciple. Надо учеником If you're сначала not a быть. disciple, you can hear all the truth you want. It will not change you. It will not set you free. Да. Если ты не ученик, ты можешь слушать всякого рода истину, но она не будет работать, и она не сделает тебя свободным. And I said, and what does it mean to be disciple? Потом я у него спросил, He как ты couldn't думаешь, give an answer. что значит быть учеником He could Иисуса? quote piece of a scripture, but not even understood the condition that was left out by him. Да, он мог мне цитировать Писание, но он не понимал буквально даже самого контекста этого стиха. Истина сделает вас свободными, но... And these religious poor people from 2 Timothy, they have no chance to understand the truth, to get hold of the truth, and therefore to be set free from all their sins that are described in the early. И если мы вернемся к этому отрывку из Тимофея, это люди, которые никогда не могут прийти к познанию истины, соответственно, они никогда не будут по-настоящему свободны. Это люди, которые будут дальше так жить. And we need to ask the question, why are they not able to come to the knowledge of the truth? Тогда This is a возникает crucial question. очень важный вопрос. А почему они не могут дойти до познания истины? As a pastor, for a long time, it was a problem for me. How can there be two people in the church sit next to another, both converted, and one is growing and changing, and the other one has after 10 years more problem than at the day of his conversion? How is it Когда possible? я служил пастором, это всегда для меня был гигантский внутренний вопрос. Вот сидят люди, оба обращенные, люди, которые наполнены Духом Святым, и один человек куда-то двигается, меняется, а другой только с годами приобретает все больше и больше проблем.
They're in the same church, the same spiritual atmosphere, the same worship, the same sermons. Люди, которые сидят в одной церкви, слушают одинаковые проповеди, переживают одинаковое там, присутствие Духа Святого, в одинаковом поклонении принимают One is участие. changing, the other one gets more problems. Один меняется, а другой только обрастает And I проблемами. was asking, what is the difference? И я задавался всегда вопросом, а разница в этих людях And the какая Holy тогда? Spirit showed me this passage. И Дух Святой мне просто показал этот стих. And now we come to the heart of the problem. И теперь мы подходим к ключевой, Verse корневой проблеме. 8 стих. They resist the truth. Тут написано, так Verse и эти, 8 стих, люди поступают вопреки истине, но более хороший дословный перевод, например, с английского, это люди, которые противятся истине. They resist the truth. That means they don't want the truth. Они They say, no, противятся thank ей. you, I have my truth. Это люди, которые не хотят истину внутри. Они говорят, да у меня есть уже своя истина. Which is a sign of pride. И это признак гордости Being внутренней. unteachable is pride. Например, не быть способным учиться у других – это признак These гордости. people rely on their own wisdom, their own understanding. Это люди, которые полагаются на свою мудрость, на свое личное понимание I don't вещей. need to listen to someone else. Это люди, которые говорят, да зачем мне кто-то еще I будет just говорить? know it all. Я сам все и так знаю. Just the other day before I came here, a man with tremendous problems, new converted, and you could see something of the new life in him, but also you could see all the pain and all the evil things that he had gone through. Встречался я тоже с одним человеком, который такой, ты видишь в человеке начатки новой жизни, но при этом ты видишь на человеке эту печать всякого рода болей, проблем, которые пришли с ним из прошлого. And I said to him, wonderful that you have been saved. Now you need discipleship. И я сидел ему говорил, так замечательно, брат, что ты обрел спасение, теперь тебе нужно двигаться в And he said, ученичестве. yes, I understand. И он сказал, да, понимаю And I я. was so pleased. И я так обрадовался. And 3 weeks later, he writes a letter to me. Jesus has saved me. I'm set free from all my problems. Everything is done. And I'm a new person. There's nothing else to do anymore in my life. И через 3 недели этот человек мне шлет письмо. Знаешь, Иисус меня спас, я новое творение во Христе. Все со мной совершенно отлично. И уже не на чем прилагать усилия. Все и так хорошо. And he fell into the hand of a religious person И этот that человек confused him. попался, я так понимаю, в руки какого-то религиозного человека, который просто запутал его окончательно. If we resist the truth, Если мы we will not be changed. противимся истине, мы не сможем измениться. Every new step in your life starts with seeing the truth about where you are wrong and what God has for you. И любой новый шаг, новая какая-то ступень в нашей жизни наступает именно в тот момент, когда мы видим, в чем мы заблуждались, где мы чего-то недопонимали. И это, к нам приходит это новое понимание, к нам приходит истина. And Paul so rightly says, they resist the truth, they are corrupt in their mind. И Павел по праву говорит, это люди, которые противятся истине, это люди с развращенным The умом. way they think is corrupt, is wrong. Образ их мышления развращен. And the only way how they can see it themselves is if the light of the Holy Spirit comes through the Word, through persons. И возможность исправить это когда свет Божий приходит на основании Слова Божьего, и это приходит через уста какого-то That's why человека. we need anointed teaching and preaching. Поэтому нам нужно помазанное в церкви служение слова, проповеди и учения. Because God is speaking through the mouth of people that He has taught in these areas, and then they are able to teach other people. Потому что Дух Святой, Он начинает тогда действовать и говорить через уста этих людей, которых Он сам смог убедить в этом и которые пришли к этому. And I said already, if you cannot obey a person,
don't tell me you can obey God. It's just a deception. И я вам еще раз хочу сказать, что если вы претендуете на то, что вы послушны Богу, но вы не способны покоряться каким-то людям в вашей жизни, вы просто обманываете You себя. need people that walk with you, that love you, that pray for you, and that open your eyes where you are wrong. Мы нуждаемся в людях, которые будут идти вместе с нами, которые будут нам помогать, которые будут нас ободрять и которые будут нам говорить в местах, где мы не правы. And that's called discipleship. И это в сущности и называется It doesn't ученичеством. happen just you and the Bible and Jesus. Это не происходит, окей, я, Библия, Иисус. The full counsel of God is in the Bible. Вся It's in the мудрость Bible. Божья, конечно же, в We Библии. all have a Bible. У нас у всех есть Библия. Then how comes we still have problems? Ну, а тогда, если у нас у всех есть Библия, почему тогда у нас все еще есть проблемы? Because we are still in the process of applying the truth of the Bible. Потому что мы все находимся в этом процессе, когда мы эту библейскую истину применяем к своей жизни. So discipleship is you understand you need help from God through persons. Итак, ученичество – это осознание, что мне нужна помощь Духа Святого через человека. And you make a commitment, I want to learn. И когда я делаю внутри это решение, что я хочу научиться, And you make a commitment, even if they say something unpleasant to me, I will not run away. это внутреннее посвящение, когда я говорю в своем сердце, даже если эти люди скажут мне что-то неприятное, я не начну бегать от них. Because when there's an area of deception and someone opens our eyes and we realize we were deceived in this area, this is not pleasant. Потому что я понимаю, что когда мы в чем-то заблуждаемся, и какой-то человек приходит в нашу жизнь и открывает нам глаза на это, в общем-то, неприятно No one любому. likes to realize that he was believing lies. Никакому человеку не нравится столкнуться с пониманием, что я заблуждался. And how many times did people begin a process of discipleship and then something unpleasant was told them and they go. И как часто нам тоже попадаются люди, когда человек говорит, да, я хочу быть учеником, я хочу, чтобы ты меня наставлял. Стоит этому человеку сказать что-то, что не будет ему приятно, как они быстренько смываются, и все. The question is not, is it unpleasant, but is it true? Понимаете? А вопрос важный. Нам не в том, приятно мне это, неприятно, а вопрос в том, правду мне говорят или нет. Вот в чем вопрос. And that is one of the biggest idols that Christian can have. И, кстати, это один из таких больших идолов, которые есть у некоторых христиан. I go with the things that are pleasant to me. Я буду двигаться только с тем, что мне приятно. The question is not, is it true, is it necessary, but the question for them is it pleasant, is it easy? Do I like it? Знаете, люди задаются неправильными вопросами. Они не говорят в своем сердце, это правильно, это истина. Нет, люди задаются вопросом, а мне будет это легко, а мне будет это приятно. These people do not understand that they still, as newborn believers, have the flesh. И люди как будто бы не осознают, что даже несмотря на то, что они рождены свыше, у них плоть никуда не делась. And the flesh is the rebellion against God. И плоть эта все время находится в состоянии It's бунта not против able and Бога. it's not willing to please God. Она не может и не способна и не хочет And we угождать were Богу. trained for decades before we come to Jesus to do what is good in our own eyes. И до того, как мы пришли ко Христу, мы все получили вот такую плотскую подготовку делать исключительно то, что хорошо в наших собственных глазах. This is how we created the mess in our life. Понимаете? И вот именно благодаря такому подходу к жизни у нас и случились все жизненные By проблемы. following the things that we thought are pleasant. Когда мы просто шли на поводу у тех вещей, которые нам были приятны просто. And this idol is, I follow the things that are easy and that are nice and that are pleasant. И это настоящий идол, когда человек внутри That feel своего good. сердца говорит, ну, я буду идти за тем, что легко, что приятно, что не напрягает, что принесет мне удовольствие. And discipleship starts with this decision, Ученичество начинается с решения. or with this understanding, I have been deceived by the devil, I have been deceived by my own feelings. Или с понимания, что я
в своей жизни был обманут дьяволом, я уже был обманут своими собственными чувствами, And now I came to Jesus, and He is the truth. а теперь я пришел к Иисусу, и Он является And истиной. there's nothing better in my life than following Him. И нет ничего в моей жизни прекраснее, чем последовать за Because Ним. I don't know what is good for me. Потому что я сам, как человек, не понимаю, что будет полезно There для was a меня. time in my life where I thought drugs are good for me. Знаете, в моей жизни, например, был такой период, когда мне казалось, что наркотики — это How хорошо для deceived меня. can people get? Вы представьте себе, в каком заблуждении можно And жить. I believed a whole lot of more Знаете, nonsense. и я верил еще в то, что всякого рода другая дрянь тоже очень хороша для And меня. disciple comes to the realization Jesus is the truth. Стать учеником — это сказать, Иисус — это истина. If His truth will become my truth, then I will be set free and changed and will live in God's orders. И когда Его истина станет моей истиной, тогда я обрету свободу, и я смогу пойти и делать то, что будет угодно Ему. That is the beginning of a sound mind. Это начало здравомыслия. As Paul says, those believing unbelievers, they have a corrupt mind. They are Например, not able really for the faith. They are not Да, как Павел, able to believe, напри- trust God. например, говорит, вот это люди, они с развращенным умом и с поддельной верой. They have corrupt minds, reprobate concerning the faith. They're not able. Это люди, которые ни на что не способны в плане веры. У них поддельная вера. They want to, but they cannot. Да, они хотели бы, может быть, Because но не of the могут. situation of their mind, they have a corrupt mind. Из-за состояния их ума, который развращен. So discipleship is, I understand that my mind needs to be changed. The way Итак, I look at things, the way I see things. Ученичество начинается с осознания, что мне необходимо обновление ума. Я должен научиться видеть вещи по-другому. And I need the Holy Spirit, I need the Bible, I need God, and I need a person to help me in this process. И мне нужен Дух Святой, мне нужно Писание, мне нужен Иисус, мне нужен Бог и человек, который поможет мне с And этим. even if this person says something to me that is not pleasant, I will trust him that he loves me. И даже несмотря на то, что какой-то человек может говорить мне неприятные вещи, я буду доверять ему, и я буду доверять ему в том, что он меня тоже любит. So many believers have a soulish idea, an unbiblical idea about love. Love is not always pleasant. This is Друзья, у nonsense. многих людей настолько часто бывает душевное понимание любви. Любовь не всегда приятна нам. Love is helpful. Love brings healing. Любовь приносит исцеление, любовь приносит помощь. But many times it comes in a way that is not pleasant. Но часто она приходит в нашу жизнь, и нам она неприятна. I mean, just remember going to the dentist. It's necessary. Вспомним стоматологов. Нам никому не нравится ходить к But it's стоматологу, not но pleasant. надо. It's Это not неприятно обычно. But I trust my dentist. Even if he did something that hurt me, at the end I say, thank you. Знаете, ты попадаешь к стоматологу, и, может быть, этот человек может тебе где-то в процессе сделать как-то больно, но ты все равно ему доверяешь, что этот человек сделал what? тебе добро. You say, what? You thank him for hurting you? И мы говорим им в конце: спасибо тебе большое. И можно сказать: ну, а за что ты его благодаришь? Он тебя мучил. Exactly. Слава Богу. Because I became more wise than in my early days. Знаете, потому что тогда я делаюсь мудрее, чем в свои ранние Where I годы. avoided dentists for many, many years. Знаете, Хартвик, оказывается, про себя говорит. Он избегал стоматолога годами. Better a little pain now than a bigger pain later. И себе причинил урон, потому что лучше сейчас маленькая боль, чем завтра боль большая. This is the idea of people who go to the dentist once a year for checkup. Знаете, это вот такие мудрые люди, которые имеют такое понимание, когда идут к стоматологу хотя бы раз в год. But if we are committed to this idol, I just want the things that are nice and easy and that please me. Но если у нас такое мышление: ну, я хочу вот на чиле, я хочу, чтобы мне было все легко и приятно. We will avoid difficult things. Знаете, мы начинаем тогда с таким подходом к жизни избегать вещей сложных, трудных. And at the same time, we claim we are being led by the Spirit. Да, и при этом еще и претендуем на то, что нас Дух Святой ведет. This is the spirit of this world, but not the Holy Spirit. Друзья, это дух этого мира нам такие вещи навязывает, никак не Дух Святой. So
right in the beginning, we confront this new person, the one that wants discipleship. We confront him with this truth. И с самого начала очень важно новообращенному, дать как следует раздумать над этой истиной And we prepare him. и приготовить его, And we tell him in the process of discipleship, и объяснить ему, что в you процессе will hear ученичества things ты будешь слышать вещи, that are not pleasant. которые тебе не понравятся. If you want to go with what is pleasant, I promise you, you will run away. Если ты нацелен слышать только то, что тебе будет приятно и будет нравиться, ты тогда сбежишь, Are 100%. you willing to see and to face the truth? Готов ли ты столкнуться с истиной лицом к лицу? Are you willing to bow down before truth? To Готов follow ли the ты truth? преклониться перед истиной и последовать за ней? Do you allow truth to be ruling over your emotions and over your thoughts? Do you allow that? Позволишь ли ты истине Божьей господствовать над твоими мыслями и над твоими чувствами? The word is the judge of your thoughts and your feelings and your motives. Позволишь ли ты Слову быть судьей твоих мыслей, твоих чувств и твоих переживаний? And I see so many believers, they never made a decision. I want to bow down before truth. И я знаю много верующих, которые вот такого решения склониться перед истиной никогда в своей жизни не принимали. It's no longer important whether it's pleasant or unpleasant. It's just important. Знаете, Is it the truth? когда я говорю больно, не больно, приятно, неприятно, это правда или нет? And there are many believers, they never came to this conclusion. Люди не приходят, многие верующие, к такому They пониманию. never understood following Jesus is learning to obey the truth. Почему? Потому что они не пришли к этому правильному пониманию, что фактически следовать за Христом, это значит следовать за Его истиной. But that fact is clearly communicated in the Bible, Galatians 3:1 and Galatians 5:8. You can read it up later. Несмотря на то, что именно этот факт очень ясно записан в Писании. Это Галатам 3:1 And 5:8. и 5:8. But then who has convinced you to stop obeying the truth? Там написано: начали вы хорошо, но кто убедил вас или кто околдовал вас, что вы сделались непослушны So there истине? you find the definition, what it means to follow Jesus, to believe in Jesus, is obeying the truth. В этом отрывке совершенно ясно написано, что следовать за Христом и быть верующим, And that это is значит very radical. следовать за истиной. И я понимаю, что это очень радикально. Because for decades we learned to follow our own ideas and feelings. Потому что десятками лет в нашей жизни мы водились исключительно своими собственными пониманиями и своими переживаниями. Last scripture for tonight, И последний стих Luke Писания, 14:33. Лука 14:33. If you don't forsake everything, Иисус сказал: если ты не you оставишь всего, cannot be my disciple. то ты не сможешь быть моим учеником. You just cannot. Ну просто Even не if you have сможешь. strong desire, you cannot. Да, даже You will если not be хочешь, able. ты не сможешь. The condition to follow Jesus is forsaking everything. Условие, чтобы нам следовать за Христом, это сначала оставить все. And that means more than anything else, forsaking your wisdom, forsaking your ideas of life. И я бы сказал, что больше всего, что стоит оставить, так это нашу собственную человеческую мудрость и идеи. Forsaking your idols. И оставить своих идолов. Like, I'm committed to follow the idol of pleasant things, nice feelings. В том числе того идола, о котором мы уже говорили, о том, что я просто в своей жизни буду водиться тем, что мне нравится, то, что мне There must приятно. be a clear decision. Должно быть у нас очень ясное I решение. renounce those false thoughts. Отрекаюсь от всех своих лживых And идей. especially those that I don't see. И даже от тех, которые я сейчас не вижу в своем сердце. Because it's a process that the lies that you build your life on are revealed. It's a Потому process. что это целый процесс, когда ложь, на которой мы построили свою жизнь, она постепенно всплывает наружу, одна за другой. Yesterday we had a nice talk about relationships, Вчера мы, например, с ребятами разговаривали and I о shared how the взаимоотношениях. Spirit would reveal
and a very important lie that I believed for so many years. И я им рассказывал, как, например, Дух Святой однажды открыл мне ложь, в которую я верил долгие годы. I organized my whole life according to that principle. Or И that знаете, и idea. всю свою жизнь я построил на этой идее, And I was not фактически. aware that I was believing a lie. Знаете, и даже я не понимал, что я верю в When ложь. the light of the word comes, Но когда приходит свет every Слова, lie in your heart will be exposed. то тогда всякая ложь нашего сердца, So I она give you выходит advice. наружу. Don't sit here and say lies in my life. There's no Поэтому, lies in my знаете, life. сразу хочу вам посоветовать, какая, Хартвик, ложь? В моем сердце, да у меня нет никакой лжи там. Here you're already caught in the first lie. Да, уже все, уже ложь номер 1 пошла. So the lie was being rejected is the most painful thing and must be avoided at any cost. И я вчера рассказывал, что, например, я всю свою жизнь верил вот в такое понятие, что когда тебя отвергают, это самая ужасная вещь, которая может с тобой случиться, поэтому надо этого избегать Of course, всячески. we don't like rejection, right? И никому из нас не нравится, когда нас отвергают, But правда? it's one thing to say rejection is painful, and it's another thing I have to avoid rejection at any cost. Но одно дело сказать, отвержение — это штука неприятная, другое — решить, что я буду избегать любых ситуаций, в которых я могу пережить And the Holy отвержение. Spirit corrected me. И Дух Святой меня исправил. The most painful thing is being rejected and not responding with forgiveness. Дух Святой мне сказал, самое ужасное, что может с тобой случиться, это пережить отвержение и не отреагировать на него That прощением. brings the long-term pain in your life. Потому что Not the тогда, actual situation of помимо вот этой боли, которую ты переживаешь в момент отвержения, к ней присоединится еще слои боли, которые будут тянуться долгое время. To wrap it up, if you want to be a disciple, if you want to make disciples, Итак, подводим итог. Если вы хотите быть учеником, если вы хотите производить здоровых this учеников, is the foundational principle. это фундаментальный принцип. It's about following, obeying the truth. Всегда упирается в то, насколько человек готов последовать за истиной. Find out if this person that you want to disciple, is he willing to set truth above his feelings and his wisdom and his ideas. Очень важно, прежде чем вы начнете помогать какому-то человеку, выяснить, есть ли у этого человека готовность поставить истину превыше своих идей, понимания и эмоций. If you miss out this starting point, you can do all the other things that I will describe later. Потому что если вы пропустите вот эту важную начальную вещь, вы можете потом делать много всего хорошего и полезного, о чем мы будем говорить And дальше. none of them will work. Но ничто из этого не будет приносить человеку So пользу. this is the starting point of discipleship. Поэтому именно то, о чем мы сегодня говорим, и является краеугольным камнем ученичества. Amen.